Приветствую вас, дорогие ребята! Мы начинаем урок из курса «Человек и общество», и его проведу вам я, Лавринова Екатерина Вадимовна. На прошлом нашем занятии мы с вами изучали такое понятие, как норма морали и норма права. Давайте, ребята, вспомним, какими характеристиками обладают эти правила поведения. Я буду вам называть характеристику, ваша задача определить, о какой норме идет речь. Первое. Являются обязательными для исполнения. Конечно, это норма права. Второе. Обеспечиваются силой государства. И здесь тоже мы говорим о норме права. Совершенно верно. Наказанием за нарушение данной нормы наступит в виде осуждения со стороны общества. Данная характеристика относится к норме морали. Воздействует на поведение человека. Эта характеристика, как вы, конечно, поняли, относится и к норме права, и к норме морали. Ведь и та, и другая нормы оказывают влияние на человека. И последнее, пятое, не имеет письменного выражения. Здесь речь идет о норме морали. Уверена, ребята, что вы верно справились с заданием. Послушайте притчу. Однажды ученики пришли к старцу и спросили его, почему дурные наклонности легко овладевают человеком, а добрые трудно и остаются непрочно в нем. Что будет, если здоровое семя оставить на солнце, а больное зарыть в землю? Спросил старец. Доброе семя, что оставлено без почвы, погибнет, а плохое семя прорастет, даст больной росток и худой плод, ответили ученики. Так поступают люди. Вместо того, чтобы втайне творить добрые дела и глубоко в душе растить добрые начатки, они выставляют их на показ и тем губят. А свои недостатки и грехи, чтобы их не увидели другие, люди прячут глубоко в душе. Там они растут и губят человека в самом его сердце. О чем эта притча? О добрых делах, о том, что нравственные поступки не требуют платы или наград. Их человек должен совершать от чистого сердца и с добрыми помыслами. Изучая курс «Человек и общество» в 5 классе, вы говорили о нравственности. Сегодня на занятии мы вновь затронем данное понятие. Тема нашего урока – нравственные ценности общества, религия в жизни общества. План урока. Первое. Вспомним, что такое нравственность. Второе. Обсудим, что такое нравственные ценности и попробуем определить ваши ценности. Третье. Поговорим о религии, о ее возникновении и развитии. Четвертое. Изучим понятие мировые религии и дадим их краткое описание. И 5 этапом порассуждаем над ролью религии в обществе. Эпиграфом к уроку я предложу вам слова поэта Николая Заболоцкого. 2 мира есть у человека. Один, который нас творил, другой, который мы от века творим по мере наших сил. Раз мы сегодня будем говорить о нравственных ценностях, позвольте в начале занятия мне напомнить вам, что же такое нравственность. Нравственность – это философское понятие. Это внутренняя оценка человеком норм поведения с точки зрения добра. Нравственное – это то, что в действиях человека ведется добром и благом. То, что является основой гуманности. А безнравственное, в свою очередь, недопустимое, этически безобразное и недостойное нравственного человека. Это некий неписанный внутренний закон души человека, которому он должен следовать и продолжать соблюдать в процессе своей жизни. Нравственный человек
ни при каких обстоятельствах не изменит свои понятия чести, совести, добра. Они для него важны сами по себе, находятся в основе его жизненных приоритетов не потому, что он ждет одобрения окружающих или получает материальные блага за них. Нет, это естественные для развитой личности нравственные качества, которые ложатся в основу духовности человека. В отличие от норм права, где за соблюдением закона надзирают специальные государственные органы, нормы морали официально нигде не зафиксированы и в течение столетий передавались из уст в уста, от отца к сыну, от старшего поколения к младшему. Их можно встретить в народном творчестве, легендах, сказках, песнях и пословицах. Контроль за выполнением моральных норм осуществляется исключительно совестью каждого конкретного человека и общественным мнением. Именно поэтому быть или не быть моральным, честным, порядочным, добрым почти полностью зависит от личного выбора каждого. Мы живем в обществе, в котором существуют определенные ценности. Практически ежедневно мы стоим перед выбором: протянуть руку помощи своему другу или сделать вид, что тебя это не касается. Пройти мимо бездомной собаки или накормить ее. Навредить человеку или простить его. Чтобы понять, какой выбор нужно сделать, мы опираемся на два регулятора – мораль и право. Они указывают, как нам себя вести. Нравственность – это ценность, внутреннее состояние человека, его жизненная установка, позволяющая принимать любые поступки, основываясь на совести. Ценности формируют принципы. Принципы формируют натуру. Натура строит характер. Ценности – это те предметы и явления, материальные и духовные, которые для человека наиболее важны в жизни. Есть такие ценности, которые важны во все времена. Их можно назвать общечеловеческими. Неприходящими ценностями семейной жизни считают верность и постоянство, любовь к детям в сочетании с требовательностью. Нравственные или моральные ценности – это этические идеалы, высшие принципы человеческой жизни. Они являются исторически и социально обусловленными. Каждая эпоха и культура имела свои ценности. Древние греки называли нравственные ценности этическими добродетелями и выделяли благоразумие, смелость и справедливость. Со временем приоритеты несколько менялись. Однако определяется общий список ценностей, которые определяют нравственность. Это честность, верность, долг, любовь и уважение. Давайте попробуем, ребята, определить, какие же у вас нравственные ценности. Представьте себе, что вы собираетесь в полет на большом, красивом воздушном шаре. Вы давно мечтали об этом, долго готовились. И вот настал день полета. Как вам известно, на воздушном шаре имеются мешочки с песком. Давайте представим, что в нашем случае в этих мешочках не песок, а какая-нибудь нравственная ценность. Полет начался. Вам открываются потрясающие красивые виды, свежий, прохладный воздух. Но вдруг шар начинает терять высоту. И для того, чтобы он мог продолжать полет, необходимо сбросить лишний вес в виде мешочков. Напомню, в каждом мешочке находится одна ценность. И сейчас вы должны решить, от каких мешочков вы готовы избавиться, сбросить их. Прочитайте внимательно перечень ценностей и откажитесь от тех, наличие которых для вас наименее важно. У вас должно остаться 5 мешочков. Активная жизнь, полная деятельности и эмоций, друзья, жизненная мудрость, здоровье, интересная работа, красота, любовь, свобода, семья, самосовершенствование, религия, развлечения, творчество, уважение других людей и уверенность в себе.
У вас осталось 5 мешочков ваших нравственных ценностей. Но воздушный шар все еще не может набрать высоту. И вам, ребята, нужно отказаться еще от 2 ценностей. Те, которые у вас останутся, вы смело можете считать своими нравственными ценностями. У каждого осталось то, что ему важнее и дороже всего. Самоутверждение в нравственной сфере – одна из важнейших ступеней личностного развития. Человеку необходимо осознание того, что он правильно живет, трудится, отдыхает. Без этой нравственной опоры, как некоторой внутренней опоры, личность не обладает цельностью, не может осмыслить логику своего существования, является жертвой ситуации и, в конце концов, деградирует. Однажды пастух обидел одного человека, а тот затаил на него злобу и решил отомстить ему. Он знал, что обидчик пасет животных в отдаленном месте, где почти никто не ходит, и решил воспользоваться этим, выкопать глубокую яму, чтобы пастух упал в нее. Поздней ночью человек начал копать. Когда он копал, то представлял себе, как его обидчик попадет в яму и, может быть, что-нибудь себе сломает или умрет, не имея возможности вылезти оттуда. Или, по крайней мере, в яму попадет его корова, овца или, на худой конец, коза. Долго и упорно он копал, мечтая о мести, не замечая, как яма становится все глубже. Но вот забрезжил рассвет, и он очнулся от своих мыслей. Каково же было его отчаяние, когда он увидел, что... Чем, ребята, закончилась притча? Вы знаете? За это время он выкопал такую глубокую яму, что сам не сможет вылезти из нее. В чем смысл этой притчи? Не желай зла другому, ибо оно может обернуться против тебя самого. Люди должны соблюдать определенные правила в общении друг с другом. И в первую очередь терпимость и уважение. Уважение к людям есть уважение к самому себе. Это высказывание известного английского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе Джона Голсуорси. Уважать себя значит считать себя личностью и принимать себя таким, какой ты есть. Человек, уважающий себя, доброжелательно относится к людям, уважает чужое мнение, но не поддается ему, если оно не соответствует его взглядам. Так как же общаются друг с другом воспитанные и уважающие друг друга люди? Воспитанные люди уважают человеческую личность, а поэтому всегда снисходительны, мягки, вежливы и уступчивы. Это слова известного писателя Антона Павловича Чехова. Важнейшую роль в духовной жизни общества играла и играет религия. Что такое религия? Религией обычно называют мировоззрение, основанное на вере в существование сверхъестественных сил – Бога. Сам термин происходит от латинского слова «благочестие», «набожность». Особенностью религиозной веры является то, что она всегда сопровождается определенными переживаниями и чувствами человека по отношению к божеству. Это любовь, страх, благоговение. Религия появилась в глубокой древности. Истории неизвестны безрелигиозные народы и племена, на какой бы стадии развития они ни находились. Основной и более логичной причиной возникновения религии ученые называют необходимость первобытных людей объяснять природные явления – дождь и радугу, смену времен года, различные стихийные бедствия, землетрясения, извержение вулкана или ураган. И они объясняли все вышеперечисленное существованием некой сверхъестественной силы, которая может наградить, а может и покарать. У разных народов в разные времена встречались различные формы и виды религии.
Самыми древними формами религии являются тотемизм, фетишизм, магия и анимизм. Тотемизм – это вера в сверхъестественную связь коллектива людей, рода, с животным предком. Тотемом обычно называют объемное изображение этого животного. С ним были связаны различные обряды. В честь тотема устраивали праздники, переодевались в него, приносили жертвы или просто угощения. Фетишизм – это вера в сверхъестественные способности неодушевленных предметов. Люди считали, что некоторые вещи имеют особую, охранительную или вредящую силу. Их использовали в качестве амулетов, оберегов. Древние охотники носили на груди клыки или зубы убитых животных, считая, что они увеличат их силу или уберегут от нападения диких зверей. Охранительную роль играла и вышивка на одежде. Магия. Вера в сверхъестественные способности человека воздействовать на окружающий мир и других людей. Для этого использовали слова, заговоры или специальные действия. Иногда магические способности приписывались отдельным, особым людям. Иногда считали, что такие возможности есть у каждого человека. Нужно только знать магические обряды и уметь их выполнять. Некоторые магические действия, например, вызывание дождя, выполнялись коллективно. Анимизм – вера в существование особой нематериальной субстанции – души. Можно сказать, что анимизм – основа любой религии. Душа, считают верующие, есть у человека. Она может существовать и после его смерти. Душой люди наделяли и окружающие предметы – животных, растения, даже реки, камни, горы, то есть предметы, на первый взгляд, абсолютно неодушевленные. По территории распространения религии принято делить на национальные и мировые. К национальным религиям сейчас можно отнести, например, иудаизм, индуизм, даосизм и синтоизм. К мировым религиям обычно относят буддизм, христианство и ислам. Они распространяются в разных странах мира, независимо от национальной принадлежности их населения. Приверженцы мировых религий обычно ведут активную миссионерскую деятельность, стремясь распространить свою веру среди наибольшего количества людей. Буддизм, христианство и ислам проповедуют социальное равенство. Они считают всех людей равными перед Богом. Самая древняя религия – буддизм. Возникло буддийское религиозное течение в VI веке до нашей эры в Индии. История возникновения буддизма связывает с именем Сиддхартха Гаутамы. Согласно древней легенде, он в свои 29 лет ушел из своего роскошного дома, когда увидел правду жизни. Старость в виде попавшего на глаза дряхлого старика, болезнь через повстречавшегося тяжело больного, смерть и столкновение с похоронной процессией. В поисках истины он размышлял и медитировал, осознавая неизбежность мириться с обязательными в жизни моментами. В результате он нашел смысл существования всего, что нас окружает, и, как говорят буддисты, стал просветленным, поэтому был назван Буддой. Найденной в глубине своего сознания истиной о судьбе человека, Будда стал делиться с окружающими. Так возникла священная книга Трипитака. Родиной христианства является Палестина, бывший восток Римской империи. Появившееся в I веке религиозное движение обращалось ко всем униженным, которые искали справедливости, с предложением обратиться за помощью к Богу в надежде избавиться от всего плохого. Возникновение христианской религии связывают с проповедями Иисуса Христа, рождение которого было предсказано Деве Марии. Когда ему исполнилось 30 лет, посланник Бога вышел в люди, чтобы проповедовать святое дело, донося до народа идеи трудолюбия, мира и братства,
осуждая богатство и превознося духовное над материальным. Еврейское имя Иисуса Иешуа переводится как «спаситель», которому суждено было пострадать за грехи всех христиан. Святая книга христианской религии – Библия, в которой записаны все основные 10 правил, заповедей. Соблюдение их для каждого верующего христианина – цель в жизни. Самая молодая по возрасту мировая религия появилась у арабов Аравийского полуострова в VII веке и переводится как «покорность». Но молодая не значит, что в ней мало верующих. Сегодня среди последователей ислама около 1,5 миллиарда человек из почти 120 стран мира. Идеи ислама принес в народ родившийся в Мекке Мухаммед, заявивший, что он избранник Аллаха для проведения его проповедей в жизнь. Священное писание мусульман, как называют тех, кто избрал своей религии ислам, Коран, куда и вошли все проповеди Мухаммеда. Религия регулирует поведение человека в обществе. Она формирует основные жизненные принципы. Например, «не убей», «не укради», «не солги». Верующие должны соблюдать определенные нормы, следовать установленным правилам. Причем религиозные нормы подкреплены авторитетом высшей силы – Бога. Человек может надеяться, что люди не узнают о его прегрешениях, но Бог по определению вездесущ и всеведущ. Жизнь – пустыня, по ней мы бредем нагишом. Смертный, полный гордыни, ты просто смешон. Ты для каждого шага находишь причину. Между тем он давно в небесах предрешен, писал всемирно известный персидский философ и поэт Омар Хайям. Религия помогает человеку найти утешение и надежду в сложных жизненных обстоятельствах. Уповая на помощь Бога, верующий человек находит в себе силы изменить отношение к тем проблемам, с которыми он столкнулся, увидеть новые жизненные ориентиры. Религия часто выступает в роли объединяющей людей идеи. Правда, различия в верованиях могут порождать и конфликты, вражду и даже ненависть. Поэтому большую часть в обеспечении стабильного развития общества играет веротерпимость как государственная политика и как черта личности. И, наконец, религия способствует накоплению и передаче от поколения к поколению целого пласта культурного наследия. К нему мы можем отнести религиозные верования и нормы, сочинения религиозных философов и писателей, храмы с их внутренним убранством. Религиозные сюжеты стали источником вдохновения для многих художников, скульпторов, писателей и драматургов. Подводя итоги сегодняшнего урока, давайте вернемся к нашему плану. Мы вспомнили, что такое нравственность, обсудили, что такое нравственные ценности, и выявили ваши ценности. Поговорили о религии, о ее возникновении и развитии. Изучили понятия мировые религии и дали их краткое описание, а также порассуждали о роли религии в обществе. Закончить урок я хочу таким четверостишьем. Делясь добром, никто не станет нищим. Старится и возвратится все назад. Кто делает наш мир светлее и чище, тот станет сам от доброты богат. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!